Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в нашем выпуске. 24 семьи репатриантов из Северного Кавказа, Турции, Сирии и Иордании стали счастливыми обладателями нового жилья в поселке Мачара. Национальной картинной галерее Абхазии передан в дар портативный реставрационный комплект. Вышел в свет сборник кандидата исторических наук Саиды Возба, куда вошли свидетельства детей и внуков, репрессированных в 1937-е годы прошлого столетия. Председатель службы госбезопасности Тимур Ахиба доложил президенту о результатах деятельности СГБ и предпринятых в 2023 году практических шагах по решению задач, поставленных главой государства, главнокомандующим вооруженными силами перед ведомством. Аслан Бжаня был проинформирован о деятельности, включавшей в себя вопросы защиты и охраны государственной границы, а также укрепления материально-технической базы ведомства и дальнейшего совершенствования ее работы. Тимур Ахиба подчеркнул, что деятельность службы была направлена на противодействие разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств, обеспечение защиты основ конституционного строя, преступлениям экономического характера и коррупционных проявлений, а также недопущение диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций. По результатам оперативно-розыскной деятельности было возбуждено 23 уголовных дела, осуждено 18 граждан. Спецслужбы в минувшем году провели более 150 мероприятий. Также имели место выезды спецподразделений в зону проведения специальной военной операции. В числе важных направлений работы СГБ на встрече были названы вопросы противодействия политическому экстремизму, а также деятельности неправительственных и международных организаций, финансируемых недружественными государствами и их спецслужбами. Офис программы развития ООН в Сухуми распространил ответ на требование МИДа Абхазии опубликовать на официальном сайте ПРООН опровержение целей проекта партнерства для устойчивости, финансируемого USAID, и информацию с указанием списка абхазских информресурсов, финансируемых ПРООН, а также целей, задач и объемов их финансирования. ПРООН, как международная организация, не может комментировать информацию, которую публикуют на своих веб-сайтах другие международные организации или агентства. Мы подтверждаем, что программная деятельность ПРООН строго следует глобальному мандату нашей организации, направленному на достижение целей ООН, изложенных в уставе, а также поставленных задач по построению более устойчивого мира, говорится в ответе Офиса программы развития ООН в Сухуми. Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на данное сообщение и заявило, что в связи с невыполнением требований и очевидным сокрытием информации МИД оставляет за собой право на принятие адекватных и своевременных мер реагирования в рамках императива защиты национальных интересов Республики Абхазия. В МИДе обращают внимание на то, что в сообщении Офиса программы развития ООН в Сухуми по отношению к Республике Абхазия используется термин «сообщество». Доводим до сведения руководства UNDP, что Республика Абхазия – это суверенное независимое государство, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства. Жилой 24-квартирный дом в поселке Мачара, предназначенный для семей репатриантов, сдан в эксплуатацию. Представители Министерства по репатриации вручили ключи от новых квартир счастливым обладателям жилья. Репортаж Алики Трапш. Новые квартиры репатриантам выдали в трехэтажном многоквартирном доме, расположенном в селе Мачара Гулырбского района. 24 семьи репатриантов из Северного Кавказа, Турции, Сирии и Иордании стали счастливыми обладателями нового жилья. Марина Чукова – вдова. 8 лет назад переехала в Абхазию из Черкесска с 4 детьми. Все эти годы они жили на съемной квартире. И, наконец, мечта о собственном жилье осуществилась. Очень хорошо, все молодцы, все сделали. Очень рада, дети тоже очень рады. Дети тоже видели квартиру. Дети сказали, что будут спать, где балкон. Меня куда-то в край закинули. Ну вот так вот. А так очень хорошо, молодцы. Шикарная квартира.
Мудасир Лушба – репатриант из Сирии. Он также с семьей переехал в Абхазию 8 лет назад. В новой квартире будут жить он с супругой и 3 детьми. Семья благодарит руководство страны и комитет по репатриации за оказываемую помощь и поддержку. Это все сделает, аренду, и паспорт, и все нормально. Красивый дом дал, квартиру. И, слава Богу, очень хорошее, что он сделает для меня. Да. И для репатриантов всех. Спасибо большое, что я сказал, что комитет сделал Абхазию для репатриантов очень большой, красиво, что сделал. Во всех квартирах уже завершены внутренние отделочные работы. Установлены двери, окна, проведены коммуникации, холодная и горячая вода, электричество. Осталось обустроить квартиру мебелью и переехать. В этом доме 9 однокомнатных квартир и 15 двухкомнатных, но с площадью 2+, скорее всего, это будут они трехкомнатные, с учетом того, что балконы угловые закрыли, там площадь позволяла, и дом трехэтажный, одноподъездный. И проект, мне кажется, очень такой успешный. Работы по этому проекту начались в 2012-2014 года. 2 дома были построены, двухэтажные, но потом пришли к выводу, что дома можно построить трехэтажные, согласованно со строителями, со всеми делами, и потом перешли на трехэтажные дома. И все это делается, с 2014 года, потом обновили в 2018 году, начали опять, как-то так и поэтапно. Строительство домов для репатриантов в Гулрыбском районе осуществляет госкомпания «Абхазстрой». В настоящее время ремонтные работы идут еще в 2 24-квартирных домах. Один из них планируется сдать через 3 месяца, а второй – к концу текущего года. В общем, во всех домах будут проживать около 200 семей репатриантов. Вообще поселок предполагает 9 домов. На сегодняшний день у нас в 4 домах люди живут. А вот эти 2 дома мы заселяем до конца года. Я, как выше сказал, это в мае, и в конце года будет сдан объект. Следующий год, если нам предполагаем и должны завершить это, безусловно, мы будем акцент делать еще на 3 дома, участок выделен. Впереди еще предстоят работы по облагораживанию территории жилищного комплекса для репатриантов в селе Мачара. До конца года предполагается установка детских площадок, освещение. Словом, все для комфортного проживания. Предполагается территория полностью будет огорожен, чтобы скот не попал на этот объект. И второе, потому что насаждение, цветы, и все это будет красиво. И далее мы будем обязательно освещать эту всю наружную сеть. Подведены уже практически интернет здесь уже действующий, все эти условия созданы. 24 семьи репатриантов, которые получили ключи от новых квартир, могут уже заселяться. Еще более 500 семей ожидают своей очереди. Алика Трапшина, Алашхинджерия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В администрации президента состоялось совещание по вопросам повышения собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и повышения эффективности работы по борьбе с незаконной добычей криптовалют. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Бисалом Кварча, первый вице-премьер-министр транспорта и энергетики Джансух Нанва, вице-премьер-министр экономики Кристина Узган, министр внутренних дел Роберт Киут, главы районов и городов, руководители РЭС. В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с замминистра иностранных дел Приднестровской и Молдавской республики Александром Статюком. Обсуждались ключевые аспекты абхазо-приднестровского взаимодействия, а также возможности активизации двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили ситуации в Приднестровье в контексте усиливающегося политико-дипломатического давления со стороны Молдовы. Абхазские дипломаты приняли участие в 7-м глобальном форуме молодых дипломатов на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Ключевой темой мероприятия стала дипломатия нового многополярного мира. В рамках форума перед участниками выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также ряд экспертов в области международных отношений.
Национальной картинной галерее Абхазии передан в дар портативный реставрационный комплект от компании Master Light. В набор входят 2 светильника видимого света с высоким уровнем цветопередачи, 1 ультрафиолетовый светильник, штатив и блок управления освещением. Для чего предназначено оборудование, узнавала Шазина Ханагу. Шаг на новый уровень смогут сделать отечественные реставраторы с помощью нового оборудования при восстановлении пострадавших картин, спасенных из пожаров здания Союза художников. Светильники специализированного оборудования имеют очень высокую степень цветопередачи, практически как у солнечного света. Они позволяют избежать искажения при реставрации картин. Это установка для реставрации предметов искусства. Установка с 2 видимыми источниками света. Световая температура 4000 кельвинов. Высокий уровень цветопередачи, около 98. Есть такой индекс CRI, Color Rendering Index. Он как раз показывает нам, какая цветопередача у приборов в реальности существует. У Солнца это 100 единиц, у этого прибора около 98. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей и другие музеи Российской Федерации работают с оборудованием компании Master Light. Также эти комплекты используются в Германии. Оборудование разрабатывалось с учетом пожеланий реставраторов. Национальной картинной галерее также передан комплект очков для защиты глаз при работе с ультрафиолетовым источником света. Установка может работать на штативе, а также можно устанавливать на рабочее место реставратора. В данный момент мы на нашу установку смонтировали ультрафиолетовый источник света. Он также подключается к блоку питания, как и видимые источники света. Вот сейчас мы его включим, мы видим свечение. Особенно это заметно на каких-то белых предметах. Ультрафиолет нужен для проведения непосредственно исследований. Какие-то записи на картинах, следы предыдущей реставрации. Ну, реставраторы, как специалисты, они знают все это. Реставрационный комплект подходит для исследования всех видов живописи – иконописи, графики, фотографии, керамики, цветных камней, драгоценных металлов. Следует отметить, что группа реставраторов из России, прибывшая ранее в Абхазию, уже провела первичную работу. Очень серьезным контактом Министерства культуры России и Абхазии, Министерство культуры Абхазии, сразу же после нашей трагедии прибыла большая группа реставраторов из разных больших музеев и центров реставрации имени Грабаря. Ну, в данный момент, значит, они первичную работу выполнили, а дальше уже, значит, те, которые остались, они относительно в неплохом состоянии. Их тоже надо закреплять, их тоже надо восстанавливать, но первые, которые сильно пострадали, они взяли на себя, как бы, да, законсервировали. На протяжении нескольких дней представители компании Master Light наглядно показывали абхазским реставраторам возможности портативного реставрационного комплекта в процессе работы. Директор фонда Национальной картинной галереи Сурам Саканя отметил важность полученного оборудования в процессе реставрационно-восстановительной деятельности. Я сейчас не уверен, что на всем Кавказе больше ни у кого нет, но почему-то я убежден, что у ближайших наших соседей, как Сочинский музей, может быть, даже Краснодарский, во всяком случае, не все музеи имеют такую аппаратуру для реставрационно-восстановительных работ. Реставрационно-восстановительными работами уцелевших картин будут заниматься Анзор Саканя, Леонид Инык и Маяна Габлия. Компания Master Light – популярный российский бренд высококачественного светодиодного оборудования и аксессуаров, предназначенных для создания систем освещения различных уровней сложности. Компания специализируется на разработке и производстве специализированного оборудования для музеев. Это оборудование как для экспозиций, для проведения выставок, подсветки предметов искусства, так и для реставрации, для лаборатории реставрации живописи, ну и других видов реставрации. Вот в данный момент, в частности, мы, узнав о трагедии, которая произошла в Национальной галерее Абхазии, решили внести свой посильный вклад в общее дело и передали в дар установку для реставрации, в частности, живописи.
За 25 лет работы покупателями продукции Master Light стали более полумиллиона человек. С использованием продукции бренда реализовано несколько тысяч проектов по освещению. Основные приоритеты компании всегда остаются неизменными. Это безопасность, эффективность, качество и надежность. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие изъято у жителя города Сухум. Подробности в оперативной съемке МВД. Незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие изъято у жителя города Сухум Какуля Роберта Раминовича, 1994 года рождения. Изъятый карабин без номерного обозначения, как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии, является нарезным огнестрельным оружием заводского производства самозарядным карабином конструкции Токарева калибра 7,62 мм, технически исправным и к производству выстрелов пригодным. Оперативные мероприятия по выявлению и изъятию огнестрельного оружия провели сотрудники ОУР УВД по городу Сухум совместно с уголовным розыском Ачимчирского РОВД. В отношении гражданина Какулия по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум. Гендиректор Абхазского драмтеатра Алхаз Чулокуа примет участие в 4-м культурном форуме «Арт Курултай». Итоги форума подведут 11 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета на пленэрном заседании «Культура в диалоге времен» с участием главы Башкортостана Радия Хабирова и министра культуры России Ольги Любимовой. В деловом форуме «Арт Курултай» также примут участие представители Беларуси, Южной Кореи и Китая. На днях в Абхазском институте гуманитарных исследований презентовали сборник Саиды Возба «Молчаливое поколение». В книгу вошли свидетельства детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы. Сборник издан при финансовой поддержке благотворительного фонда «Амшра». О книге, ее героях и авторе в репортаже Лауры Капш. «Молчаливое поколение» – так называется сборник свидетельств детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956 годы. В книгу вошли воспоминания очевидцев, потомков жителей Абхазии, репрессированных в 30-40-е годы. Издание состоит из 2 частей. В первой собраны воспоминания детей репрессированных, многие из которых были сами депортированы. Вторая часть состоит из воспоминаний внуков жертв репрессии. Первая моя запись состоялась в 2017 году, когда встретилась с Адиле Шахбасовной. На меня большое впечатление, как я думаю, на всех, кто познакомился с работой Адиле Шахбасовны, не могу забыть, большое впечатление произвела. И дальше, записав воспоминания, я решила продолжить работу. И уже активно этим процессом записи занялась в 2019 году. И у меня разные категории, то есть это сами репрессированные, дети репрессированных и внуки репрессированных. Благодаря организации Амшра сборник увидел свет. Взяв книгу в руки и перелистывая страницы, читатель оказывается в другом мире. Он на себе может прочувствовать ужасы, пережитого репрессированными и их близкими людьми. Данная книга – подлинная история людей, столкнувшихся с жестокостью государственной машины, и посвящается памяти жертв политических репрессий. Автор книги Саида Возба лично собирала материалы и беседовала со своими героями. Разные истории, люди, судьбы, но всех их объединяет одно – боль, страх и переживания за своих близких. На меня, наверное, такое впечатление не производили бы сегодняшние события, если бы я не стала записывать воспоминания этих героев, потому что они пронесли эту боль и проносят по сей день. Многим героям сегодня, да, по 85-86 лет, то есть по 90 лет, и это действительно непроходящая боль, и на них долгое время, то есть до реабилитации стояло клеймо «враг народа». И это клеймо, оно касалось не самих репрессированных, да, касалось абсолютно всей семьи, детей, жен, то есть и с детства
находясь в школе, учась в школе, они знали, что вот они враги народа. Сегодня я пересматривала перед тем, как с вами встретиться, одну героиню, Белу Ачба, и вот она рассказывает, как, будучи ученицей 5 класса, к ним пришли проверяющие и попросили встать детей репрессированных. Она рассказывает, а мы не понимали, что значило этот термин «репрессированные». И мы сидим, говорит. И когда сказали, чьих родителей в 1937 году сослали, мы, говорит, стали, а нас было несколько человек. То есть детям врагов народа было тяжело состояться как личностям. Автор-составитель, кандидат исторических наук Саида Возба проделала большую работу по сбору информации. Она опросила 22 сыновей и дочерей, а также 9 внуков тех, кто пострадал от сталинско-бериевского террора. Каждая беседа и встреча сопровождалась болью, слезами и сопереживанием, говорит Саида. Это были не только отцы, и матерей ссылали, расстреливали. Многие вообще не знали о жизни, то есть их сослали, многие не знали о том, они живы, не живы, жили с надеждой о том, что вернутся отцы, да? Но они не возвращались. И эту боль они по сей день проносят, и поэтому невозможно не переживать, записывая такие истории. Мы сами дети войны, да, мы пережили войну, и поэтому для нас, как для современного поколения, главная задача напоминать друг другу, что мы не должны возвращаться к этому. Мы должны сохраниться как нация, как народ. Да? Для этого мы должны помнить свою историю. Тот, кто помнит историю, он никогда не вернется в прошлое. Репрессированные боялись сообщать о себе из страха навлечь беду на своих родных. И даже бывали случаи, когда детям меняли отчество, отмечает автор книги. Вспоминает Роза Мустафовна Смыр, как отец поменял отчество своим детям. То есть она была Мустафовна, а сын был Михайлович, потому что вот боялся за своих детей. Было так, что сами репрессированные и их родные знали имена доносчиков и знают имена их по сей день. Но так как мы живем по определенным законам, по датам, мы не имеем права об этом говорить, но имена их известны. И вот это нас и объединяет, да? И поэтому хочется сказать о том, что мы должны сохраниться. Это раз. И два, кроме того, что были у нас те, которые говорили, да, наговаривали, писали доносы, да, у нас были те, кто спасал. И одним из тех был Мустафа Смыр. По-другому его называли Чик, ну, в народе. Очень много известной истории о том, как он спасал людей, проживал в Гудаутском районе. И вот все эти свидетельства, все эти воспоминания, с этим можно ознакомиться вот в сборнике. В книгу Саиды Возба «Молчаливое поколение» вошли материалы и газетные публикации историка, археолога, заведующей отделом древней истории и средних веков Абхазского государственного музея Дианы Ахба. Книга адресована исследователям, занимающимися как классической, так и устной историей, а также широкому кругу читателей. Лаура Капш, Тимур Гогохя, Абхазское телевидение. 11 марта при содействии Минздрава Абхазии в Гагарской центральной районной больнице будет проводить прием лор-врач-сурдолог Павел Казаков. Получить консультацию врача могут как взрослые, так и дети с 3 лет. Прием пациентов осуществляется бесплатно. Прием будет проходить с 9 до 16 часов. Консультации Павла Казакова пройдут по всем районам республики. О датах и местах проведения Минздрав сообщит предварительно. Завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 8 марта на территории Абхазии с ночи до второй половины дня дождь разной интенсивности, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 2-7, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.